Герой известного советского мультфильма «Зайчишка-хвостунишка» все делает тяп-ляп. В те времена таких неумех высмеивали. Смастерить табурет мог каждый школьник. Трудовому обучению придавали серьезное значение. Игорь, ну а скажите, пригодилось вот то, чему научили вас здесь, в цехе, на заводе как-нибудь, ну дома, к примеру? Конечно, дома там много всяких дел разных. Ну, замок, например, дверь ставить. Младший брат, например, ключ потерял, ключ сделать. Не понравилось работать, и после школы я пойду на первом МПЗ. Уроки труда ввели в 60-х, оснастили кабинеты в школах. Старшеклассники проходили производственное обучение на предприятиях, получали приличную по тем меркам зарплату и корочку специалиста. Современная интерпретация трудов, уроки технологии. Шум инструментов, запах стружки. В школьных мастерских по-прежнему учат работать руками. Сейчас ребята затачивают слесарный инструмент – кернер. Семиклассник Никита Гичев любит уроки технологий и уже освоил азы работы на станках. Есть 3D-принтеры, мы сейчас там учимся печатать, вернее, учимся их как минимум настраивать, правильно под печать. Вот. Потом, думаю, будем печатать. Был период, когда часы на технологию сокращали, а теории было больше, чем практики, говорит учитель Семен Третьяков. Но сейчас совмещают старую школу и современные технологии. Станок токарный по металлу для создания деталей вращения, тел вращения, болтов, винтов и так далее. У нас есть вертикально-фрезерный станок, на котором мы можем фрезеровать поверхность. Здесь у нас уголок хай-тек оборудования, 3D-принтеры. Ребята как раз занимаются моделированием в Тинкеркаде. Можно увидеть различные виды 3D-принтеров, лазерные станки, паяльные станции. Обработка материалов классических, металла, древесины и современных композитных, пластмассы. Новое оборудование позволяет включать в учебный план и новые темы. Так смогут ли и современные юноши смастерить табурет? К окончанию учебы, то есть к 8-9 класс, конечно, табуретку сделать, я так думаю, сумеют, благодаря учителям. Ну, кроме этого, помимо табуреток, еще ребята сумеют сделать эти табуретки не просто руками, а смогут их смоделировать, создать файлы и, например, сделать их с помощью лазерного станка, какую-нибудь табуреточку, или напечатать эту табуреточку, сохранить файл, передать кому-нибудь куда-нибудь на производство и так далее. По сути, проектная работа. На основе изученных технологий ребята могут разработать, смоделировать и воплотить в конструкторскую документацию процесс изготовления разных изделий. В нашей мастерской представлены швейные машины Бразер Комфорт 60. Почему называется Комфорт 60Е? Так как здесь представлены 60 разнообразных строчек. То есть девочки уже 6-7 класса могут оформлять разные изделия декоративными такими интересными строчками. То есть это у нас тема сегодня машины и швы. В обновлении школьных мастерских в Коми уже добились серьезных успехов. Трудовое обучение крайне важно для будущей жизни школьников, считает глава региона. Готовить, ремонтировать – это в быту всегда пригодится. Мастерские создают в новых школах, за 3 года их построили 12, и в капитально отремонтированных, таких уже 13. Треть сельских школ региона снабжены многофункциональным и ручным инструментом, электролобзиками и 3D-оборудованием. Кроме того, благодаря проекту «Современная школа» обновлена инфраструктура почти 80% специальных коррекционных школ в Коми. Это не дешевое удовольствие сегодня, чтобы создать кабинет труда для мальчиков. Это, в общем, в пределах 5-6 миллионов рублей. Примерно то же самое и для девчонок, для домоводства, потому что достаточно дорогие и швейные машинки, и предметы для кулинарии. Но, тем не менее, повторяю, мы это делаем. Вот на сегодняшний день учебные мастерские для мальчиков имеются уже в 116 сельских и в 108 городских школах. Кабинеты домоводства для девочек имеются в 86 сельских и 78 городских школах. В ближайшие годы капитально обновят еще 2 десятка сельских и 22 городских школы. В них появятся и современные кабинеты труда для мальчиков, и домоводство для девочек. Правительство Коми окажет всестороннюю поддержку в этом направлении, заверил Владимир Уйба. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.